В эфире БСТ, передача «Интервью». В студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим очень актуальную тему – буллинг над педагогами вместе с гостем нашей сегодняшней программы, адвокатом Романом Петровым. Роман Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, уважаемые товарищи телезрители. Роман, ну и, собственно, первый вопрос хотелось бы у вас уточнить. Как часто педагоги обращаются к юристам, к адвокатам за помощью, когда вот попадают под буллинг со стороны школьников? Ну, ко мне, вынужден признать, довольно часто, к сожалению, да, в целом это говорит о том, что проблема существует, она на сегодня не решается системно, и периодически такие ситуации возникают. Именно давление на учителей со стороны учеников. Угу. А почему такая ситуация вот возникла именно сейчас? Ну, крайне остро. Раньше же не было, насколько я понимаю. Это что? То, что на видео начали все это фиксировать? Ну, в первую очередь, да, мы живем немножечко в других реалиях технических, потому что школьники, ну, вообще дети всегда жестоки, да, и классические произведения нам об этом говорят. Но сейчас у них есть возможности именно это все фиксировать, и подростки, в первую очередь, подростки, тинейджеры, да, они в большинстве своем мечтают прославиться именно как блогеры какие-то там. Ну и, соответственно, они провокационные всякие ролики, всякие ситуации такие избирают. А кого избрать мишенью-то, кроме как учителя? Ну, в мои годы, вот насколько я помню, да, школьные я имею в виду, то есть мы тоже как бы, не то чтобы был буллинг над учителями, но все равно прощупывали, так скажем, да, если учитель давал там повод чуть-чуть насмехнуться, там посмеяться, да, то как бы ученики смеялись, но бывали в основном учителя, которые сразу ставили все там точки над «и», то есть и могли подзатыльник дать, и никто как бы слова и не говорил. Сейчас, я так понимаю, попробует учитель кому-нибудь там притронуться к школьнику, тебя тут же снимут на видеокамеру, и потом можешь вообще чуть ли не под статью попасть. Ну, детей бить не педагогично, но, скажем так, сейчас вообще в целом ситуация именно с точки зрения закона выглядит так, что детей трогать пальцем нельзя. Тем более учеников, которых ты воспитываешь и учишь в силу должностного своего положения. При этом закон об образовании был дополнен конкретной нормой, которая защищает учителей. Вот это в 2023 году было сделано, отражение современных реальностей. Закреплено о том, что учитель должен быть защищен, ему гарантируется преподавателю, учителю защита от любых форм давления на него, психологического, тем более физического, то есть со стороны в том числе и учеников. Как это реализуется? В первую очередь за этим должна следить и поддерживать педагогов администрация учебного заведения. То есть заведующий, директор должен быть тем лицом, которое всегда должно вставать на защиту своих преподавателей. Вот всегда ли это случается? Большой вопрос. Ну, зачастую, по моим, опять-таки, журналистским наблюдениям, происходит это так. Ученики, бывает, доводят учителя не день, не два, не неделю и не месяц, да, и в самый такой неподходящий момент, когда вот уже учитель находится на грани там нервного срыва, начинает его снимать и там провоцировать всеми возможными способами. Ну, что, к сожалению, потом утекает в сеть и усугубляет положение педагога. Как вот это предотвратить? Так называемый скрытый буллинг. Но такие вещи, они должны предотвращаться именно планомерной работой превентивной. То есть необходимо при возникновении первых каких-то таких ситуаций, чтобы потом не выглядел учитель заснятый на видео, где он кричит, допустим, на ученика, да, именно и ученик становится жертвой, который его доводил там несколько месяцев, возможно. Вот. Работу надо вести с родителями. И надо помнить всегда, что есть меры дисциплинарного воздействия на учеников. Но для того, чтобы привлечь ученика к мерам дисциплинарного воздействия, наказать его каким-либо образом, он должен конкретно нарушить положение устава учебного заведения, да, то есть школы, там, колледжи, гимназии. Вот. И это должно быть зафиксировано. Соответственно, поэтому надо вести с ними работу. То есть, в первую очередь, это задача, опять-таки, директора, попечительского совета школы, значит, педагогического совета. Соответственно, нельзя эту ситуацию закрывать, как вот классный руководитель, допустим, не всегда сообщает об этом заведующему учебной частью, директору, а надо об этом говорить. Но если там человек понимает, учитель, что поддержки ему вряд ли стоит ждать, то, конечно, он скрывает себе, и ситуация доводится вот именно до абсурда.
Мгм. Очень неприятно, к сожалению, наблюдать за такими ситуациями, когда заслуженный учитель, который проработал там, в той или иной школе там, энное количество лет, ну там 10-20, а то и более, да, и когда вот буквально весь класс там его доводит и вот, ну, превращается в самый настоящий буллинг, и, к сожалению, вот образовательное учреждение не поддерживает своего педагога. Почему, Роман, такого происходит? И что Но делать, самое главное, педагогу? нет, обращаться в том числе и за защитой к юристам, к адвокатам, в органы прокуратуры, в суд можно обращаться, но это уже крайняя мера, и опять-таки в этой ситуации ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы поднять руку на учеников, повысить голос. Здесь надо фиксировать, опять-таки вопрос с видеозаписями, он такой очень деликатный, потому что это же несовершеннолетний, их, записи распространять нельзя. Вот. Но в любом случае надо реагировать своевременно. Какая-то ситуация произошла, докладная записка на имя директора. Мгм. Вот ты сказал, что необходимо фиксировать. Ну, понятное дело, учитель не знает, в какой момент произойдет буллинг, если. Ну, чтобы зафиксировать это на видеозапись. Что ему необходимо сделать? Пойти и рассказать об этом директору школы? Написать, зафиксировать. Зафиксировать это значит написать письменную докладную записку, обращение. То есть о том, что произошло то-то, то-то, допущены действия, которые нарушают мои права как учителя, как педагога, унижающие мое достоинство. Сейчас нельзя линейкой по пальцам бить, как раньше. То есть раньше все понятно было. Авторитет учителя поддерживался такими методами. Сейчас Ну, и ни у кого и вопросов это как бы не уголовно возникало. наказуемые деяния сейчас. Этого делать нельзя. Ну, как правило, я так понимаю, в образовательных учреждениях пытаются как-то, ну, не то чтобы скрыть или замять, но, по крайней мере, вывести все в мирную плоскость. Получается? Ну, большинство ситуаций получается так сделать, но проблема в основном даже не с учениками. Проблема в том, когда начинаются конфликты с родителями. Вот учитель самостоятельно, преподаватель, педагог формирует учебный процесс. Это опять-таки прямо закреплено в законе об образовании. Это 47-я статья закона, часть 3. Там прямо четко написано, самостоятельно. Это право преподавателя выбирать себе учеников, выбирать, каким образом он осуществляет учебный процесс. А у нас очень много грамотных сейчас людей. В интернете начитались, вот кто-то из родителей учеников считает, что он лучше понимает этот процесс. И начинается давление. В чатах вот в этих школьных просто приходят, жалобы пишут необоснованные. Вот с этим тяжелее всего на самом деле бороться. А как с этим бороться? Что вот делать? Поддержка простому со педагогу? стороны руководства школы должна быть. Потому что когда твой коллектив, твои руководители, твои коллеги тебя не поддерживают, вот это самое страшное. Тут человек остается один в безвоздушном пространстве. Но тут можно обратиться к юристу и защитить свои права, в том числе и в суде. Ну, в начале нашего диалога, Роман, ты сказал, что некоторые дела все-таки доходят до суда. Там как обстоят дела вообще? На чью сторону Во-первых, все эти склоняется? дела рассматриваются в скрытом режиме, потому что касаются интересов несовершеннолетних, но в большинстве случаев все-таки здесь только Соломоново решение возможно. Если руку на учеников не поднял учитель, то однозначно он имеет возможность доказать свою правоту. Всегда надо останавливаться. И все-таки вот закон сейчас на стороне учителя, вот пока ребенок находится в процессе обучения, до той точки, пока учитель не поднял руку на ученика. Вот этого допускать ни в коем случае нельзя. А вообще, насколько, по твоим замечаниям, вот эти процессы судебные затягиваются? Я имею в Это виду очень долго. У нас такие процессы от момента идут очень написания жалобы там, вплоть до вынесения решения Фемидой. Во-первых, мы юристы, мы не специалисты в том, что вот что считать оскорблением, что считать там насильственными действиями. Если там нету последствий в виде вреда здоровью, даже если кто-то кого-то там ударил, да, там, то это все вопросы экспертизы. Экспертиза проводится очень долго, суды проводятся очень долго, это годами идет все. Поэтому лучше до этого не доводить и пытаться урегулировать ситуацию мирным путем. Потому что ребенок, скажем так, подросток, он тоже начинает только свой путь. Даже если он где-то не прав, ему можно объяснить. Главное, чтобы родители занимали адекватную позицию. Ну и в то же время педагогу есть риск получить, так скажем, подпортить себе репутацию. Волчий билет, уволиться по статье как минимум, правильно, да. Всегда этот риск, потому что у нас преподаватели, к сожалению, вот они сейчас хоть и защищены законом, но полностью поменялась система отношения вообще к детям, к подросткам, к воспитанию. А вообще, насколько реально в подобных делах доказать факт
буллинга и потом взыскать еще за это Нет, компенсацию? реально, и изыскать реально, но это очень долго и муторно, скажем так, потому что вот это гражданские процессы, защита чести и достоинства, ну, по практике у нас там, скажем так, ну, больше 100 тысяч не взыщут, понимаете, а нервов... Это, и- это имеется в виду компенсация ну, морального, морального вреда, вреда, да. да. Вот у нас по практике больше 100 тысяч не взыскивают, в принципе, по таким делам, вот как бы в среднем, я говорю. Нету каких-то конкретных цифр. Но вот ради этого судиться годами очень тяжело и гораздо больше нервов потратишь. Мгм. А вообще, как квалифицируется вот эта статья кодекса, по которой, ну, обращаются к вам, получается, за Ну, у помощью? нас оскорбление, то есть это как бы попадает, во-первых, под состав административного правонарушения. В таком случае, если несовершеннолетний сам он не может отвечать, его нельзя привлечь, допустим, к дисциплинарной ответственности в рамках школы или учебного другого учреждения, то тут родителей можно привлекать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Но если ребенок оскорбляет учителя, там, это зафиксировано, там, не обязательно даже на видео, но есть же как бы и свидетельские, скажем так, очевидцы есть, которые те же дети, там, такого, что прям весь класс набросился на учителя, это вряд ли. Но всегда есть какие-то инициаторы, зачинщики, всегда кто-то хочет стать лидером, там, и это не всегда дружелюбно настроенные подростки. А фиксировались ли такие случаи, когда травля происходила со стороны именно педагогического состава, ну, на какого-то своего младшего коллегу, так скажем? Скажем так, все-таки учителя люди воспитанные и образованные. И вот такого прям, чтобы коллективом кого-то травили, я не знаю. Бывают конфликтные ситуации, но они рассматриваются уже в рамках Трудового кодекса, потому что это всегда конфликт между, скажем так, работником и работодателем в лице руководителя, который не поддержал своего работника. В основном все-таки большую проблему на сегодня составляют именно конфликты учителей с кем-то из родителей их учеников. И касается это в первую очередь, потому что ситуация, когда там кто-то кого-то оскорбил, там не послушался, но это как бы разовая ситуация, ее вот объяснили, поговорили, купировали, там, где-то там кто-то кому-то что-то компенсировал, может, какой-то моральный вред. А вот когда начинают учить учителя, как ему вести учебный процесс, это в корне неправильно. В корне неправильно. Ага, Роман, ну и последний вопрос. Возможно, среди телезрителей сейчас есть как раз-таки педагоги, которые подвергались буллингу, ну или, не дай бог, будут подвержены. Да? 100%. Что им необходимо сделать, как не попасть в такую ситуацию? Не допускать ситуацию, не терпеть, не доводить. Своевременно сообщать руководству своего учебного заведения, писать в письменном виде, фиксировать каждую конфликтную ситуацию, каждое какое-то непослушание, оскорбление со стороны учеников. Да, это не принято, да, это неправильно, но закон будет на вашей стороне только в том случае, если вы зафиксируете. И это не будет считаться единичным случаем, вдруг вы что-то на ребенка накричали. А так вы себя защитите, если он вам перечит, и вы каждый раз обращаетесь. Ну что ж, Роман, спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на наши вопросы. Мне же остается только добавить, что у нас в гостях был адвокат Роман Петров. Я же с вами прощаюсь, ну а вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале ПСТ.